Привет. Я сейчас занят. Я постараюсь подъехать, но я точно не уверен. Я тебе перезвоню. Ты занят? Интересно, чем, хотелось бы мне знать. Неужто струсил и решил неправду ей сказать? Послушай мой совет. В советах я твоих, поверь мне, не нуждаюсь. На каждый свой вопрос я знаю сам ответ. Но я до этого довел, и потому теперь сказать ей нет я просто не решаюсь. Отлично. Так перезвони, и вам обоим станет легче. И не откладывай, мой друг, уже назначенную встречу. Скажи, что точно ты готов, и передумывать не станешь. От лишних мыслей, дум и слов она устанет. Ты устанешь. Мне совесть запрещает продолжать. Я не смогу в глаза смотреть супруге. Я после этой встречи буду знать, что я ничтожество. Забудь про эти муки. О совести сейчас не говори. Зачем теперь о ней ты вспоминаешь? Ведь ты мечтаешь с ночи до зари. О чем? О чем? А разве ты не знаешь? Не ты ли к ней в тот вечер подошел? Не ты ли первым разговор завел? Не ты ли ей с улыбкою сказал: прекраснее вас я женщин не встречал? Насколько помню я, ты даже вроде узнал в тот вечер, что она в разводе. Настолько красноречие твое, признаться в этом довело ее. А совесть где твоя в тот день была? Она тебе, доверившись, дала свой номер телефона и сказала: таких мужчин я тоже не встречал. Общались, смсили, желали, а совести ничуть не вспоминали. В друг друге, находя успокоение, вы приняли единое решение. И вот теперь ты заявляешь мне: напомнила мне совесть о жене? Поверь, я в эту сказку не поверю. Про добродетелей свои забудь. Твоя жена не сильная потеря. Уйдет она, найдется кто-нибудь. Звони. Она страдает в ожидании. Ведь вы мечтали о таком свидании. Не только совесть мне терзает душу. Ее бы я переосилить мог. Но если я закон семьи нарушу, меня за это покарает Бог. И несмотря на сильное влечение, сегодня все зависит от меня. Ведь если я пойду на преступление, не избежать мне адского огня. И этот день, которого желал я, коль не осилю грешников в себе, мне принесет безумные страдания. Послушай, я хочу сказать тебе: нет ада. Успокойся. Как же нет, когда есть я, есть ты, есть мы с тобою. Когда я плотью наделен живою. Которая при виде красоты не в силах устоять? Звони. Иначе женщина твоя, которую ты долго убеждал, Которую ты мысленно желал, тебя устанет ждать. Не упускай возможности сейчас. Звони ей и скажи, что ты в пути. Хочу тебе сказать, что вряд ли нас с тобой наша встреча ждет. Прости. Скажи ему: ты трус. Ты трус! Не стоит говорить мне этих слов. Скажи ему, что ты таких козлов довольно навидалась. Нет, этого ему я не скажу. Сама я отказать ему пыталась. Так почему ты столько с ним общалась? Наверное, потому что я с тобой дружу. на этот раз себя осилил ты. Да и она тебе благодаря. Но, может, с наступлением темноты тебя заставлю передумать я.